Уважаемые жители республики, Бурлун, добрый день. Сегодня поговорим на очень важную тему, важная и для каждого человека, и для государства, и для республики, тема семьи. На этой неделе мне выпало счастье вручить подарки и семье из Усть-Илимского района, семье Атыриных, на конкурсе «Семья года» в номинации «Семья хранитель традиций» стала победителем. И это очень действительно крепкая, дружная семья. Там 3 детишек: Софья, Александр, Виктор и родители Сергей Владимирович, Марина Владимировна. И что очень важно, вот это действительно семья, которая является такой основой. Это семья, где очень любят друг друга, где чтут и хранят традиции семейные, где ведут семейную летопись, рассказывают ребятам о том, кто и были их деды, прадеды. И вот эти истоки – это как раз и закладка, та закладка, которая в будущем точно совершенно будет продолжением в следующих поколениях. И я, как многодетный отец, прекрасно понимаю, что семья и воспитание детей – это, кроме большой радости, огромного счастья, это и труд. Труд, который требует большой ответственности, больших физических сил. И, что скрывать, конечно, и материальных вложений в семью. И поэтому мы в республике уделяем этому очень большое внимание. Именно материальному сопровождению беременных, сопровождению семей многодетных, семей, где с низким уровнем дохода. И вот 17 декабря на пресс-конференции Владимир Владимирович Путин, президент России, еще раз эту тему особо подчеркнул. Подчеркнул тем, что будут дополнительные выплаты семьям, где есть ребятишки, которым до 17 декабря не исполнилось еще 8 лет. Понятно, что это достаточно большой объем средств, но самое главное, что президент это и подчеркнул, что в этом вопросе главное именно поддержка. Средства и объем их – это для государства вторично. Самое главное – это поддержка семей. Понимая, что сейчас довольно сложно семьям решиться на рождение даже одного ребенка, тем не менее, я хочу вот сегодня еще раз об этом сказать и подчеркнуть, что и республика, и государство уделяет этому именно огромное значение с точки зрения материального сопровождения. И еще раз подчеркну, что помимо федеральных льгот и федеральных мер поддержки, мы в республике точно так же выделяем дополнительные средства на рождение 1-го и 3-го ребенка, это по 150 тысяч. Почему 1-го и 3-го? Потому что на 1-го и 2-го ребенка выделяются меры поддержки федеральные меры. Но 1-го мы считаем, что точно совершенно и на уровне республики, и мы это с удовольствием принимаем и делаем, потому что действительно нужно поддержать именно первенца, с тем, чтобы семья получила эти средства, не задумываясь о том, где взять деньги именно вот на момент рождения и на момент первых месяцев, 1-го года по воспитанию и по обеспечению ребенка. Региональный семейный капитал при рождении 1-го ребенка – это новая мера поддержки, действующая с этого года. В рамках национального проекта «Демография» с этого года беременным женщинам в республике ежемесячно предоставляется пособие на приобретение продуктов питания в размере 1000 рублей. Будущие мамы, проживающие в труднодоступных районах республики, а это Вуктыльский, Ижемский, Усть-Илимский, Ударский, Троицко-Печорский районы, могут воспользоваться правом на возмещение проездных расходов в учреждения здравоохранения, причем которые оказывают помощь в период беременности и родов. Причем мы не считаем кратность поездок, сколько нужно будет беременной женщине съездить проконсультироваться, столько и будем оплачивать. Конечно, очень важно, в каких условиях детки появляются на свет. Родильные дома должны, конечно же, точно совершенно вызывать желание рожать женщинам, возвращаться туда снова за 2-м и 3-м ребенком. И поэтому мы сейчас
и работаем над тем, чтобы создать такой современный, самый лучший в республике перинатальный центр. Вы знаете, что я с этим обратился к президенту еще во время предвыборной кампании, и президент поддержал, президент России. И сейчас мы проводим с правительством России и с Министерством здравоохранения России работу по как раз формированию технического задания на такой современный перинатальный центр в Сыктывкаре. Надо сказать, что более 30% женщин как раз рожает в Сыктывкаре, ну и вот в будущем будут рожать в этом перинатальном центре. Перинатальный центр мы планируем мощностью до 220 коек, это 40 коек патологии новорожденных и поликлиника на 120 посещений в смену. Существенная поддержка в республике оказывается семьям с невысокими доходами. Например, ежемесячная денежная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка и до достижения ребенка возраста 3 лет размер этой выплаты 13 691 рубль, и ежемесячная денежная выплата положена семьям с невысокими доходами при рождении 3-го или последующего ребенка. Размер ее равен прожиточному минимуму. Я озвучил далеко не все меры, действующие в республике. Подробно о них можно узнать на специальном интернет-портале семья.rcomi.rf. Но, конечно же, недостаточно только родить ребенка, надо его выучить, воспитать. И для этого нужно родителям быть уверенным, что можно будет без труда ребеночка устроить и в детский сад, и дальше он пойдет в хорошую школу, причем эта школа должна быть односменная. Уважаемые жители республики, ну вот сегодня я вам рассказал, считаю, об очень важной проблематике, об очень важной теме семьи, теме воспитания и обучения наших детей. Точно совершенно будьте уверены, что это тема номер один, тема крайне важная и для меня лично, и для правительства республики стоит на первом месте. И вы видите, что и те планы, которые мы поставили перед собой, и те уже выполненные обещания, которые мы брали и прежним составом, и сегодняшним составом, будут и впредь стоять на первом месте. Всего вам самого доброго, берегите друг друга, будьте здоровы, до новых встреч!